Раз, раз. Друзі, вітаю всіх, хто долучається. Рада бачити. Зараз я тільки Привітання, Максим. Так, Чи чуваєш мене? Да, все Чи хорошо слышно. все добре? А то я питалася про навушники, ну гляжу, що некий треск. Ось. Меня как слышно? Ну, я тебе добре чую. Вітаю сябри, всіх, хто до нас долучається. Ви, покуль ми тільки починаємо, скажіть, ці добре нас чувати. І мене, Максима. Ми постараемся нешта адрелюгаваць. Я покуль представлю себе. Очень-очень плохо слышно. Сейчас как? Нормально? Нормально? Ну, вось я тебе добре чую. Я тоже самое тебя тоже. Все, теперь хорошо написали. Все. Добре. Я представлюся, мяне зовут Даша. У нас сёння такі фармат цікавы, шчырыя размовы ў Бабруйску, пачынаючы з сённяшняга вечара. Кожны вечар мы будзем сустракацца з рознымі цікавымі людзьмі. Гэтыя людзі актывісты, як і наш гость Максим. Я яшчэ трошкі пазней пра яго падрабязней раскажу. Дадзены фармат, ён ажыццяўляецца разам з жывой бібліятэкай у рамках праекта «Рэгіён». І мы будзем гаварыць гэты тыдзень пра розны актывізм у розных баках. І сёння ў нас госць, гэта Максим Чарняк, стваральнік дабрачыннай арганізацыі «Справедливая дапамога», ці у нас, ну, Бабруйску больш знакамітая расійская назва «Справедливая помощь», Так. якая дапамагае людзям у цяжкім сацыяльным становішчы. І вы можете, усе, хто до нас долучилися, падчас нашої розмови писати нейкія каментары, задаваць свае пытанні Максиму. Ну і мы пачнем. Выбачце, я хочу тебе першае пытанне задаць, вось як табе прыйшла ў галаву думка заняцца менавіта такой дзейнасцю, вось менавіта гэтым людзям дапамагаць? Ну, вообще изначально как бы такого конкретно вот категории людей, с которыми я хотел бы работать, ее не было. Потому что за время, проведенное в онкологии, за год, проведенный в больнице, это был весь 2016 год, я видел людей, которые нуждаются в помощи. Это были старики, это были пенсионеры, это были дети, то есть это была довольно-таки обширная большая категория людей. И вообще как-то помочь этим людям не представлялось возможным. То есть я не имел понятия, какого-то вообще малейшего понятия о благотворительности, о работе в благотворительности, потому что по первому образованию я маляр-штукатур, вот, я заканчивал художественный колледж, и какие-то, то есть, юридические аспекты, юридические вопросы, ну, то есть это было чем-то таким, что, как бы, ну, вот, странным для меня и непонятным. И когда уже я с больницы выписался, у меня вообще появилась идея заняться такой благотворительностью, какой-то работой, и помогать людям, которые нуждаются. А уже впоследствии работы, где-то впоследствии полугода работы, к нам стали обращаться бездомные, к нам стали обращаться многодетные. Мы искали какие-то подходы работы с этими людьми. И потихоньку, как бы основная из категорий, с которой работаем сейчас, это бездомные. То есть они сами начали приходить к нам. Мы понимали, то есть спотыкаясь, вставая и дальше идя, мы понимали, что да, в действительности вот этим людям нужна сейчас и дальше помощь, потому что именно сейчас вот, как бы, кого-то из них мы можем вытянуть и кому-то из них помочь. То есть благодаря какой-то вот такой чистой случайности. Чтобы конкретно вот я хочу помогать бездомным, такого никогда не было. Мы начинали вообще с стариков, с пенсионеров, и в дальнейшем сейчас работаем с ними.
Ось, ну, а зараз конкретно, який зараз напрямок? Що зараз з собою ось развитый час Сейчас, вот, организации? спустя 3 года организации, существования организации, даже уже больше 3,5 года, она занимается как бы такими вот, ну, скажем так, 3 большими направлениями. Это бездомные, это многодетные и это старики-пенсионеры, люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Вот. То же самое среди волонтеров, так и разбито, что, допустим, я занимаюсь бездомными, мои волонтеры в этом помогают мне. Чернявская Аня, она помогает, допустим, многодетным, и все волонтеры тоже ей помогают. Вот. Кто-то работает конкретно на кухне. Вот Яна, Алла, они работают на кухне, вот. При этом они помогают везде, где нужна помощь. Ну, я зараз тобі задам, ти от уже почав казати про волонтерів, про своїх, я тоді трошки вперед по своїх питаннях забігу до гэтага. Як можна стати волонтером у вас, і ці є які правила для того, щоб стати волонтером у вашей организации? Волонтером как бы стать не проблема, то есть волонтер, вы же сами понимаете, что это понятие такое, как бы это помогать. Кто-то может помогать в интернете, размещать посты, собирать помощь, публиковать какую-то информацию, искать информацию. Каких-то особых правил их нету. То есть этих правил нету, вот, и поэтому как бы здесь уже желание человека помогать, потому что, как правило, у нас вот волонтерами даже стали те, кто когда-то сам приходил просить помощи для кого-то. Вот, потому что, ну, это вот в реальности так и есть. Они видели, как мы работаем, вот, что именно вот наша организация собой представляет, и они оставались там дальше помогать и дальше делать. Вот. И также, вот забегая так наперед, вот, по волонтерам, у нас в организации, вот вся организация сейчас держится на 4 волонтерах. Вот 4 основных волонтера, это 4 девушки, то есть не включая меня, это вот Яна, Алла, Аделя и Аня. То есть это люди, на которых вот реально организация сейчас вся держится. То есть кормление, раздача одежды, поиск продуктов, одежды и тому подобное. Поэтому если бы не волонтеры, ну, я не думаю, чтобы многие организации, не только в Бобруйске, вообще в мире существовали. Потому что благодаря волонтерам это существует и это работает все. Ага, ну тут уже пришло питання, зараз зачитаю. Интересна такая тема. А в ходе вашей деятельности сталкивались вы с помощью или, может, наоборот, со стороны, скажем, местной власти или бизнеса? То есть помощь или, наоборот, какие-то такие... Ну, самая, наверное, такая большая вот и значимая помощь, которая была оказана со стороны вообще вот власти города, это мы оббивали, как говорится, пороги не 1 год, и все-таки нам провели воду в нашу организацию, в подвальное помещение, нам провели воду, провели коммуникации, значит, это санузел сделали в комнате для приема пищи все необходимое для того, чтобы мы могли мыть посуду, ну, обрабатывать и тому подобное. То есть это был самый такой вот, наверное, значимый помощь за все это время, которая была оказана. А так, да, постоянно, то есть какие-то, либо это индивидуальные... Так, у меня нечто подвисло. Потому что вот я не бачу. Вот вроде есть, все пошло. Все, вернулся. Так, Да. Вот. Либо это какие-то индивидуальные предприниматели, я не сказал бы, что это бизнес, какой-то крупный бизнес готов помогать. Вся помощь заключается в том, что простые люди, простые жители города Бобруйска, они помогают. Будь то предприниматель, будь то обычный рабочий с завода, либо крупный бизнесмен, каждый помогает тем, чем может. Кто-то килограммом гречки, кто-то килограммом сахара. И вот благодаря тому, что мы собираем за неделю, мы осуществляем кормление наших бездомных. Ага, зрозуміло, дякую. Ну, я ось у додаток до гэтага питання, що вам завжди потрібно? Тому що я так розумію, що вельми часто приходиться звертатися по допомогу до просто людей. Что вы, звичайно, просите? Мы всегда просим, то есть самое первое необходимое – это мужская одежда. Значит, это нижнее белье, там трусы, носки, майки, то, что как бы человеку необходимо в первую очередь, и то, ну, как бы ему это нужно.
мужская обувь, мужская одежда, куртки, штаны и так далее. То есть все, что касается мужчин. Из продуктов, значит, мы всегда просим одно. Это консервы и крупы. Крупы быстрого приготовления: гречка, макароны, рис. То, что мы можем приготовить вот в тех условиях, в которых вот мы есть сейчас. Вот, у нас нету газовой плиты, у нас нету там электроплиты, у нас есть 3 мультиварки. Вот, один чайник остался, потому что все остальные сгорели. А когда это, допустим, полностью кухня работает 5 часов в день, не выключаясь, то как бы, ну, это чуть тяжеловато, но вот мы постоянно просим вот такого рода вещи. И одежда женская. Да. Ну, ось глядзі, ты кажаш, адзенне, ну, больш мужчынскае, зразумела, можа патлумач, чаму мужчынскае вас больш такое патрабаванае, зноў у нас. Мужского. Мы работаем с минским проектом, он называется «Каляласка». Вот, проект по, так скажем, основной задачей, которая является также защитой экологии. Вот, они нам ежемесячно предоставляют одежду. И, как правило, они тоже предоставляют женскую и детскую одежду. Мужской одежды у них всегда мало. А категория людей, с которой мы работаем, это на 90% состоит из мужчин. Поэтому мужская одежда всегда актуальна и нужна. Дякую. Я зараз трошки прочитаю каментары, які написали. Вось ад таго хлопца, ад Іллі, які писал пытанне, ён написал: отдельно хочу выразить респект за то, что вы делаете очень круто. Хтосьці узгадаў пекарню, я так разумею, вам допомагає пекарня, да? Мы коснулись бизнеса, да, это вот в Бро-Бекере. Это та пекарня, которая как бы, ну, без которой вот реально кормления бы не было вообще. Потому что хлеб, все вкусняшки, которые они могут пожертвовать нам, они нам жертвуют, и благодаря им, то есть мы берем 2 больших сумки, это около, ну, булок, наверное, 100-200 хлеба, и мы просто вот каждому человеку выдаем хлеб, и это реально настолько круто, потому что, ну, позволить купить такой объем количества хлеба, это просто невозможно. Я вось зараз узгадала, вы кормите людей менавіта вось кормление 2 раза на тыдзень, правильно? Так. Да, 2 раза в неделю кормим. Так. А скажи, як шмат людей до вас звяртаецца, вось прыкладна ў гэтай? Ну, допустим, сейчас вот пошла какая-то такая, скажем так, стабильность. Это около, ну, наверное, человек 60-70 за одно кормление. То есть раньше это было 30, еще полгода назад. Изредка выскакивало 40-45. Теперь стабильность это 60-70 и плюс. Это только те, кто приходит. А ёсць нейкія правила вось для тых, кто до вас приходит? Само собой, правила есть. Мы стараемся, всегда придерживаемся того, чтобы те, кто к нам приходит, они находились трезвые. То есть это обязательное условие. Вот, чтобы, допустим, они не приходили там пьяные, с какими-то сумками, с чем-то еще. То есть это самое главное условие, они должны прийти трезвыми. Вот, и если им нужно, допустим, там помыться, что-то еще, они постоянно обращаются либо ко мне, либо к волонтерам. Вот, да, наш вот волонтер Алла пишет, что у нас было 78 человек в последний раз. Вот, поэтому как бы самое главное условие, чтобы они были трезвые. И они, допустим, нуждаются в какой-то санобработке, им нужно помыться, переодеться, они постоянно обращаются, говорят. Вот, у нас есть договоренность с учреждениями города, и мы там уже оказываем, скажем так, эти вот услуги, или как это сказать. Тут Максим написал, в каком городе вы кормите людей. Это организация Бобруйская, мы будем с активистами Бобруйска говорить, але, ну, людям из іншых городов, магчыма, у вас есть подобные организации, ці вы можете сами, калі вы гарыце гэтым, таксама стварыць это вось так. І я нагадаю людям, хто до нас долучаецца, я гляджу, што шмат долучаецца, што у нас сёння шчырыя размовы з актывістам Максімам Черняком, арганізацыя «Справедливая дапамога», якая дапамагае людзям у цяжкім сацыяльным становішчы. Гэта бездомныя, шматдзетныя сем'і і пенсіянеры. Глядзі, а вось, ну, у які сезон складаней працаваць, летом ці зімой? Зимой складаней, потому что людей очень много приходит, тех, которые живут на улице.
Мгм. Вот, и проблема заключается даже не в том количестве людей, которые приходят, допустим, пускай оно будет стабильно 30-40 человек, как зимой Мгм. бывало, но то время, которое, допустим, мы определяем для кормления, там, для каждой группы людей, которые заходят, а мы можем, допустим, когда до ковида мы кормили в столовой, у нас социальная столовая такая была, то там помещалось, ну, человек 10-12. Вот, и мы же тоже не можем, допустим, час разрешать им находиться там, потому что там же на улице люди ждут. И все-таки здесь как бы такой вопрос еще и гуманности, и совести, и всего-всего чего угодно. То есть морально как бы очень тяжело зимой кормить, потому что ты понимаешь, что ему некуда идти. Что ты возвращаешься домой, ложишься в теплую кровать, идешь в теплый душ, а этим людям идти некуда. То есть морально все-таки это давит, это очень тяжело зимой с ними работать. Летом Мгм. намного проще, потому что люди, как бы, Мгм. они где-то, то есть, ну, находят уже какой-то угол, где они могут жить. Ну, ось ти трошки закранув, сказав про ковід, а як ось зараз у теперішній ситуації епідеміологічній, як вам працюють, ці повпливало гэта неяк на вашу працу? Ну, конечно, то есть это повлияло, и повлияло очень сильно, потому что, во-первых, остро стала нехватка продуктов питания. Потому что в связи с ковидом, сами все прекрасно знаем, понимаем, то есть у народа финансовое положение очень тяжелое становится, и здесь уже не до какой-то помощи кому-то становится. То есть сейчас самое главное продержаться на плаву, как люди говорят, вот, выжить, и, ну, чтобы дальше ситуация, когда стабилизируется, жить как-то дальше, чтобы все было хорошо. Вот. В связи с ковидом мы приняли решение, единогласное решение было принято среди всех волонтеров о том, что столовую мы временно закрываем, обеды будут выдаваться только на вынос с собой. Угу. Вот, поэтому Знову как бы... невеличкі проблеми у мене. Ну, я думаю, мы вернулись. Так. Да. Так. Вот, и это самая основная проблема, конечно, это было очень тяжело вот решение это принять, что столовая социально будет временно закрыта, обеды будут на вынос, вот, но я думаю, что все-таки мы сделаем какие-то выводы в дальнейшем, потому что как бы где-то появились свои плюсы, где-то появились свои минусы, как бы ситуация с ковидом, она все-таки дает понимание какое-то, то есть мы будем все-таки по чуть-чуть понимать, как мы поступали раньше, как мы будем поступать теперь, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно. Зрозуміло, дякую. Вялікі. Так, ось з перабоямі гэтымі такі пытанні ўвогуле, вось як твоя сям'я ставіцца да тваёй гэтай працы, дапамагаюць тебе, падтрымліваюць? Положительно, абсолютно положительно относится, потому что как бы когда создавалась организация, вот, значит, все это прекрасные те волонтеры, которые даже есть сейчас, которые работают в городе, вот, и также приезжают в саму организацию помогать, они стояли у истоков открытия организации вместе с моей семьей, вот, поэтому это абсолютно, то есть, было таким взвешенной, поддержанной идеей со стороны семьи, со стороны друзей, вот, и на данный момент, то есть, все абсолютно хорошо, то есть, никаких каких-то противоречий, там, чего-то еще нет такого, то есть, всегда идет поддержка. Ну, я ведаю, што жонка твоя, яна дапамагае табе з гэтым, да? А як вось у вас дзеці ёсць, правильно? Як дзеці твои, вось яны разумеюць уже, што, чым ты займаешься? Нет, конечно, они прекрасно это понимают. Я помню, когда было интервью на ОМТ, приезжала с Могилева ОМТ, она, дочка такая сама себе сидит, говорит, ну, а для чего помогаете им? Говорит, ну, если мы сегодня, говорит, не покормим, они просто на улице замерзнут. То есть уже в детстве это как бы самое главное, чтобы люди понимали, потому что когда мы только-только начинали кормить бездомных, первое наше кормление осуществлялось по мусоркам города Бобруйска. Вот, мы с журналистами Тутбая, со Светой Головкиным, с Сашей Чугуевым ходили, кормили бездомных. И на Интернационале за магазином Виталюр встретили бездомного, который лазил в мусорном баке. Ну, мы как бы его позвали, начали кормить, выдали ему порции обедов, и проходит мимо мальчик лет 8. И он такой начинает, а зачем вы его кормите, а зачем вы его трогаете? Мне мама сказала вообще к ним не подходить, потому что они грязные, вонючие, я заболею.
Мгм. То есть, ну как можно своему ребенку прививать нечто плохое даже в отношении, то есть, бездомных животных, бездомных людей. То есть, к сожалению, у нас Мгм. общество заботится больше о бездомных животных, чем о бездомных людях. Мгм. То есть, ну, у нас люди еще не научились все-таки принимать то, что человек на улице может оказаться не по собственной воле. То есть по собственной воле, ну, покажите мне хоть одного человека, который там оказался, если нет. Никто не хочет идти спать на улицу и есть от мусорки или что-то еще. Дякую, велике. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми розмовляємо з Максимом Черняком, стваральником доброчинної організації «Справедливої допомоги», і ви можете задавати свої питання, тому що нехто підключився не спочатку. Магчыма, у вас ёсць нейкія такія пытанні, якія вы хацелі б задаць, нешта даведацца. Нават калі яны будуць у нас паўтарацца, гэта не страшна, задавайце. Я думаю, што Максим будзе рады вам адказаць на гэтыя пытанні. Ну, вось, можа, ты яшчэ неяк распавядзеш пра астатнія, вось, да, ну, бездомныя, шматдзетныя сем'і, чым вы ім дапамагаеце, якія? В основном, допустим, последнее такое, скажем, так, ну, я постоянно так, помощь такой, так как, ну, внутренний такой проект. Вот его нужно взять сначала и сделать. Вот, наши девочки, значит, вот Аня там обратилась к ней, она где-то в интернете нашла эту девочку многодетную, вот, мы собирали ей сейчас продукты, памперсы, посуду, мебель, то есть все, что вот было ей необходимо, мы бросали клич, вот, всем городом собирали, все волонтеры тут по городу мотались, ездили хоть за одним пакетиком, но чтобы взять, передать его. В чем эта помощь заключается в одежде? То есть, допустим, сегодня, вот понедельник, с 5 до 7, вот, наши девочки, наши волонтеры работают на организации там, они выдают одежду. Вот, выдают конкретно многодетным, тоже вот старики-пенсионеры по записи. Вот, значит, мы помогаем вот им 4 раза в неделю одеждой. Это детская, это женская, это мужская, то есть то, что им необходимо. И уже непосредственно по каким-то, скажем так, заявкам они просят, допустим, там, продуктовую какую-то помощь, вот, допустим, там что-то из мебели им надо, то есть мы уже составляем, как бы, такой, грубо говоря, план, вот, и согласно этому плану собираем, ищем и уже передаем эту помощь. Ну, вось ты кажаш, напрыклад, камусьці спатрэбіўся стол, да, вось, Так. шматдзетных. Якія ваши дзеянні, як вы пачынаеце Ну, вот, к примеру, вот ты мне звонишь и говоришь, что вот так и так, вот мы многодетные, вот нам нужен срочно письменный стол, потому что мы там получили общежитие, все что угодно, ребенку негде делать уроки. Вот, мы берем, либо снимаем какой-то стрим, вот, обращаемся к жителям города, либо пишем пост. То есть пост, историю семьи, к примеру, вот, Мария Ивановна, у которой там есть 3 детей, оказалась сейчас, ну, описываем ситуацию человека, вот, как бы, чтобы люди сами понимали, хотят они помочь или нет, чтобы это была не надуманная какая-то история, не приукрашенная, а было конкретно, чисто и доступно для всех. Ну, и благодаря этому люди отзываются и уже смотрят. Дякую. Вось ёсць пытанне, как вы еще помогаете в плане восстановления документов и устроить людей в обществе. Я ведаю, что вы таксама помогаете. Да. Мы стараемся, если у нас есть возможность помочь с восстановлением документов, то мы это, естественно, эту возможность сделаем. Если люди хотят устроиться на работу, допустим, и есть возможность человека туда трудоустроить, мы также его направляем, потому что очень часто в организацию обращаются люди, к примеру, значит, фермеры. Вот, к примеру, фермеры, вот, говорят так и так, вот у нас, допустим, есть хозяйство, и мы хотим вот принять на работу людей, которые, допустим, будут жить, будут помогать нам, а мы уже, в свою очередь, будем как-то, ну, помогать им тоже, восстановим документы, какую-то минимальную заработную плату будем платить. Вот, это все как бы держится на контроле, и когда люди приходят, и мы видим, что люди ответственные, адекватные, они просят о том, что да, вот я хочу устроиться, к примеру, на работу. Вот вы мне можете помочь? Я говорю, да, без проблем, то есть давайте, я даю контакты, вы созваниваетесь сами, или я буду решать сам, то есть, ну, как-то мы стараемся, но это должно быть желание человека. Вот, то есть сейчас тоже задали вопрос интересный, кстати, вот мы
всегда анализируем еще. Когда проводим работу, вот, допустим, по многодетным, вообще по помощи любым людям, мы эту работу только анализируем. А женщине, когда был сбор вот, многодетный, когда мы собирали продукты, ездили вот, по городу, буквально, наверное, через дня 3-4 к нам обратилась в организацию женщина. Значит, она, если не ошибаюсь, сегодня вроде бы должна была ехать, или вчера, или сегодня ехать на Могилев, оперировать дочку. Вот там, если не ошибаюсь, там дочка, и она без почки. Почему-то людей не отозвалось никого. Может быть, это была неправильная работа в соцсетях. Вот. Может быть, это была неподходящее время. То есть, как бы здесь анализируется абсолютно все, потому что можно выставить утром, этот пост забьется, можно выставить вечером, он увидится. Вот. Но почему-то, допустим, у нас есть еще такое бытует мнение, что если, допустим, ребенок инвалид, пускай ему помогает государство. А если ребенок инвалид и в семье все хорошо, но там отец пьяница или что-то еще, то давайте поможем. То есть я говорю сразу, государство таким детям не помогает вообще. Помогают часто благотворительные фонды. UniHelp, Шанс и так далее. То есть в нашей стране государство все, что может помочь, наверное, там, ну, бесплатными лекарствами, от которых там как мертвому припадке, извините меня, как выражаюсь как медик. Вот, поэтому, то есть ситуация вот, ну, абсолютно вот двоякая была. Зразумела, дякую вялікі. Я гляжу, што вось у нас, пакуль ты распавядаў, вельмі шмат людзей далучылася, далучалася. Я таму буду час ад часу яшчэ нагадваць, што сёння мы размаўляем з Максімом Чарняком на тэму актывізма. Максім, ён стваральнік дабрачыннай арганізацыі «Справядлівая дапамога», якая дапамагае бездомным, шматдзетным сем'ям. В прынцыпе, людзям, якія ў цяжкім сацыяльным, цяжкім нейкім становішчы. І вы можете задаваць свае пытанні. Так, ну вось да, ты якраз распавёў гэту гісторыю пра маму з дзіцём без ныркі, да, без почкі. Вось скажы, такая праца, яна вельмі складаная эмацыйна. Ты ўжо сказаў, што, напрыклад, вяртаешся дадому, разумееш, што гэтыя людзі як. Ты ад гэтага, можа, абстрагіруешся, як ты пераключаешься, што табе дапамагае? К сожалению, наверное, или к счастью, я с 1 августа иду работать на скорую. Вот, ну, в медицине, как правило, говорят, что либо циники, либо эгоисты. Ну, вот за годы, проведенные учебы в медицине, как бы, то есть привыкаешь к тому, что все-таки твоя задача человека спасти. Все. Если ты будешь сожалеть о том, что и думать, и сожалеть о том, что и как у него, то ну, ты быстро очень эмоционально выгоришь. То есть нужно учиться быть таким циником, эгоистом, помочь, вот, поддержать и забыть. То есть работать дальше. Да, какие-то истории не все равно в голове остаются, и причем остается очень много таких негативных историй, каких-то добрых историй. Но вот, но все-таки я вот с большего уже научился, то есть просто вот не думать, вот, и жить дальше, идти дальше, то есть лучше думать о чем-то полезном, о чем-то хорошем, нежели, допустим, как раньше было, то есть, ну, сейчас остается, то есть, думаешь не о том, вот как помогаешь, что помогаешь, сейчас сидишь и думаешь, что завтра нечем кормить, то есть, каких-то перебивают, там, не Иванова Петя, который сегодня пришел и попросил там дать ему 1-2 обеда, ты дал ему 1 обед, к примеру. А ты сидишь и думаешь, где завтра найти 10 килограмм макарон, потому что их сегодня, в принципе, нету. Все. Ты вот думаешь о каких-то таких вещах в большей степени. Зразумела. То бок такая простыя адносіны да справы, яны дапамагаюць гэту справу рабіць лепш. Чем проще относишься, тем больше ты пробудешь вот в той роли, в которой ты есть сейчас. Потому что выгореть эмоционально очень, ну, очень можно быстро. У нас девочки, которые приходили и начали помогать, и помогают по сей день, они в работе с какими-то людьми, ты видишь, насколько они выгорают. То есть здесь уже как бы так, вот, ну, очень тяжело в этом плане. Вось пытанне яшчэ одно пришло, как помогает государство? Ну, я скажу так, одним большим вопросом. Государство помогает тем, что у меня долго 3000 за организацию. За аренду организации. Вот помощь от нашего государства.
Поэтому без комментариев. Зрозуміло, да? Ти можеш розповісти, до речі, ми з тобою не розмовляли, я ніяк ми там перескокували, де ви знаходитеся, як виглядає ваше помешкання, да, как люди розуміють. У нас как бы находится, мы находимся Карла Липкнехта, 77. Это всеми известный район магазина «Аленушка», городского парка. Вот, и прямо там напротив такой угловой дом, где была архитектура, нотариальная контора. И у нас подвальное помещение. В нем находятся 2 комнаты по 35 квадратных метров. Вот, значит, аренда за 2 комнаты составляет порядка рублей 300, где-то так. Значит, у нас там есть уже сейчас, то есть там как коридор. Второе помещение, как бы это идет комната для приема пищи, которая раньше была вот наша социальная столовая. И третье помещение с коридором. Коридор — это склад одежды, а уже сам кабинет, там как бы он административный кабинет. В нем осуществляется переборка одежды, сортировка одежды. Вот, то есть это небольшое помещение, там это не там хоромы, что-то еще. Это простое подвальное помещение, в котором есть туалет, есть вода, есть умывальники, как бы все это есть. Вот, и, ну, самое необходимое. То есть все, что вот нам необходимо, то оно есть там. Дякую, зрозуміло. Ну, ось є ще питання якраз. Ми з тобою, як обмірковували, ми можемо повторити ще раз. Скільки сьогодні людей до вас приходять, чи є сезонність? Вот, спасибо, Олеся, за вопрос. Ну, сейчас по сезонности понять очень тяжело. То ли это ситуация с ковидом, то ли что, но зимой людей было меньше, чем есть сейчас. То есть последний раз вот писали, было 78 человек, а зимой было 40-50. То есть сезонность как-то... Да, раньше было, что зимой людей было больше, летом людей меньше. Сейчас пойдут грибы, ягоды, люди чуть пойдут как бы на свой хлеб зарабатывать уже в лес. Мы уже увидим. То есть есть эта ситуация сезонности, нет этой ситуации сезонности. Дякую велике за адказ. Я ось що подумала, ти там десь, ось, коли ми казали про емоції, про все, ти сказала, що є дренні випадки, добрі. Я б хотіла, щоб ти поділився некой доброй історією ось твоєї практики волонтера. Ну, наверное, самая такая добрая, и которая запомнится мне на всю жизнь история, это в свое время к нам в организацию пришел Виктор Бондарь. Вот, ему было за 50 лет, вот, он работал в Житковичском районе, где-то там то ли поселок Ленин, то ли вот, он сам оттуда, но и где-то там работал. Вроде бы в сами Житковичах он работал. На должности заведующего столовой, то есть, ну, он такой вот, именно вот шеф-повар. Он был наш шеф-повар, вот, значит, он пришел в организацию бездомным. В итоге он стал волонтером. Вот, он научил меня готовить. Он научил меня резать хлеб, потому что он говорит: Максим, завтра хлеба не будет, а пекарни, там, бробекеры нам тогда еще не помогали, мы покупали хлеб. Завтра хлеба не будет, будем экономить, режь как в столовой, так, по чуть-чуть. Я всегда это с улыбкой на лице вспоминаю, потому что, ну, это вот такой светлый, радостный, добрый человек был. К сожалению, год назад вот Виктора не стало с нами. Вот, он ушел от нас оттуда, откуда пришел, то есть он с вокзала пришел, на вокзале и ушел. Вот, он не мог очень долгое время устроиться на работу, у него были приступы эпилепсии. Вот, и, наверное, что самое вот такое радостное, то, чего мы смогли добиться, это за все время, что он был в организации, почти за 1,5-2 года, он срывался пить ровно 2 раза, и то, когда он выпивал, он в любое время дня и ночи звонил мне и говорил: Максим, забери меня с вокзала и завези меня домой. А так, он... знов у нас на самом важном месте трошки подписано. Есть связь? Ось, все, Да, вернулась. вроде нормально все. Вот. У меня зависло на самом, ось, что казал. Вот, Господа. он, получается, за 2 года, ну, практически за 2 года, что был в организации, он срывался ровно 2 раза, и в любое время дня и ночи, если вот он сорвался, выпил, он звонил, говорит: Максим, приедь, забери меня. Я приезжал, забирал туда домой, где он живет, он там 2-3 дня отойдет, все, и он больше не пил. То есть, ну, 3-й раз он мне позвонил, не сказал. То есть у него сдало сердце, вот, я не знаю, почему он ушел на вокзал тогда, то есть это как-то мы с ним не ругались, ничего, то есть все было хорошо, он ушел на вокзал. Мы искали его, мы с утра его
искали его на вокзале, не было, и вот уже вечером сказали, что он умер. Зрозуміло. Ну, така добра гісторыя але з сумным канцом. Ну да. Але ўсё ж такі радуе, што людзі знаходзяць нейкае выйсце, зразумела, не ўсе, хтось уже, я так разумею, прызвычаіўся да такога, Да, есть стану такое. жыцця. Вось, але радуе, што хтосьці ўсё роўна пытаецца вырвацца з гэтага, і дзякуючы вам ва вашай дапамозе гэта робіць. Вось яшчэ пытанне. Не пробовали обращаться в Красный Крест или другие международные организации? Буквально неделю назад Красный Крест отправил к нам сам людей. Сам, да? Да. Здорово, это приходят- добро, что... Они приходят Да. такие: здравствуйте, наш Красный Крест отправил, вы нам продуктов не дадите? То бок яны у вас хотели взять? Да, они Красный Крест, видимо, этим людям помочь не смог, и они отправили их к нам. То есть помогаете вы. Все, зразумела. То бок такая камічная трохи сітуацыя, да? Ну, ось про фінансаванне, да? Тут зноў пытанне, вось, я так разумею, гэта ўсе яны звязаны, ад Максіма пытанні. Вось, ну, ты сказаў, што у вас ёсць такі, да, запазыка ўжо па вашых рахунках там. Ці дапамагае вам нехта, ну ты можаш не казаць, як бы, але ці дзе вы збіраецеся шукаць, вось як вы збіраецеся рабіць выйсце? У нас, допустим, у нас есть расчетный счет в организации, есть СМС-пожертвования. Абсолютно любой человек может абсолютно любую сумму пожертвовать для оплаты аренды, для закупки продуктов питания или чего-то еще. То есть, как бы, с продуктами мало-помалу вопрос решается. То есть, почему-то людям, допустим, я их понимаю, что им проще купить там пакет продуктов, его принести, но при этом финансово люди не помогают. Мы обращались и с этими вопросами и в госорганизации, и в частные предприятия, в заводы. То есть, как бы, изредка задолженность полностью гасится, потом она опять собирается. То есть, что, в принципе, было сделано где-то там месяцев 8-9 назад, вот, было оплачено, вот, одним человеком, все, потом обратно оно пошло собираться. Когда это будет оплачено в следующий раз, это неизвестно. Кто-то переведет сегодня рубль-два, мы их сразу же оплатим по аренде, то есть, как бы, ну, важно, чтобы хоть какая-то оплата постоянно шла, иначе не будет оплаты, как бы, помещения могут забрать. Причем, неоднократно уже говорили про это, и что? Нафиг вы нам, типа, зачем вы нам надо, говорит, если вы не платите? Ну, зразумела, то бок, ну, складана. Вось написала Олеся пытанне, якой ты бачыш ідэальны варыянт супрацы з дзяржавай? Здесь, как бы, вопрос такой стоит двоякий. Во-первых, нужно признать волонтеров не просто как вот людей, которые пришли, ушли и помогли. Должен быть разработан проект. Проект самой деятельности, волонтерской деятельности в Республике Беларусь. Тот же самый стаж, который они, то время, которое тратят они на свою организацию, в которой они помогают, чтобы им засчитывался трудовой стаж. Это как пример. Официально ни одна организация не может волонтеру, к примеру, выписать премию, потому что волонтер никто. То есть он не работник, он просто пришел-ушел. Организация не может выдать ему какую-то официально установленного образца книжку волонтера. Это элементарные вещи, когда у человека будет книжка волонтера, в которой будут вписываться какие-то его заслуги, там, даже просто написать спасибо там, за то-то, 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 вот, ну, таким простым текстом, это будет значить многое. Это, допустим, первый момент в работе с волонтерами. Вторая, что вот государство просто обязано сделать. Тем организациям, которые занимаются волонтерской деятельностью, социальной работой, работой с бездомными, с любой категорией людей на безвозмездной основе, у нас все, то есть и у меня зарплаты нету, волонтеров ни у кого нету, дать бесплатную аренду. То есть это самый идеальный вариант, потому что я считаю так, что, допустим, депутаты, которые у нас вот в стране находятся, им дается жилье. Пробачьте. Вот.
Да, вот начнем так сначала. Второй момент, допустим, это вопрос аренды, безвозмездной аренды. Потому что почему у нас депутаты, которые работают, получают зарплату, живут в предоставляемом государством жилье, вот, но при этом они на заводе не работают. А директора частных организаций, вот как моя организация, они работают, они с этих организаций ничего не получают, но при этом они еще должны государству платить аренду ту же самую. То есть это несправедливо, это неправильно, потому что куча зданий, которая абсолютно никому не нужна. Отдайте ее с условием восстановления в собственность организации, тем более, что организация никуда это помещение, ну, права здесь не имеет. Вот. Это как бы два таких вот основных, то есть поддержка волонтеров и поддержка вот по аренде, почему-то еще. То есть ну, вот то, что первое пришло в голову, то, что постоянно как бы волнует не только меня, вот я ездил и по проблемам некоммерческих организаций в Минск, вот, мы обсуждали эти вопросы, то есть это такие вот, ну, это вопросы, которые актуальны всегда. Они актуальны всегда, и я думаю, что еще не один десяток лет они будут актуальны. Дякую, вялікі Максим. Ну, у мяне апошняе пытанне, но я думаю, што маё гэтае пытанне дасць яшчэ часу, магчыма, людзям задаць пытанне табе. Наколькі вось у сучасным свеце, ну, можам браць, напрыклад, толькі Беларусь, да, важна заниматься вось актывізмам, вось такой дзейнасцю актыўнай? Ну, в первую очередь, допустим, это важно для того, чтобы человек развивал себя, развивал свой внутренний духовный мир, чтобы он был ближе к тем людям, которые нуждаются в помощи. Зачастую нам проще что? Задайте себе вопрос, вот видя бездомного на улице, который просит денег возле магазина, проще что? Дать ему 10 копеек и пройти мимо? Или сесть и с ним поговорить и сказать: слушай, дружище, а что у тебя случилось? То есть, может, тебе как-то можно помочь, а кто его знает, что, допустим, сейчас, вот реально сейчас, допустим, не произошло то, что, как у меня был один такой человек, с которым мы в организации помогали ему. Его брат выгнал с дома, он оказался на улице, и никто не подошел, не спросил, как ты, что ты и тому подобное. То есть никто это не спросил, никто это не сделал. Все просто-напросто прошли мимо. И в итоге как бы вот он остался на улице, и он по сей день живет на улице. Дякую вялікі. Ну, вось тут... Да. Да, я зразумела, то бок гэта важна. Актывізм можна займацца актывізмам нават пра тое, каб спытаць у чалавека, чым яму можна дапамагчы. Конечно, и понимать ситуацию. Да. Не заўжды абавязкова вступаць у нейкія арганізацыі, калі можна памагчы нават тым, хто навокал нас. Вось. Я так тебя зразумела, спадзяюся, што я правильно мы, помогая другим, мы учимся замечать те проблемы, которых раньше мы не видели. Экологические проблемы, проблемы бездомных людей, там, проблемы бездомных животных, проблемы там, общественного транспорта. То есть благотворительность – это же не только помощь вот, кому-то определенному. Это может быть помощь целому городу, целой стране, вот, либо кому-то одному направленная помощь. То есть все-таки мы будем себя развивать, и мы научимся видеть те проблемы, с которыми все-таки надо сталкиваться, и благодаря этим ошибкам чем-то еще мы будем учиться. Дякую вялікі. Там были, ну, вось, пытання, не ведаю, вось, финансовый отчет, где можно посмотреть, не ведаю, як, что. Это вы можете связаться со мной, то есть все необходимые, то есть документы, движение по счету организации, который есть, мы вам его предоставим, то есть если вас это интересует, как бы, пожалуйста, то есть не вопрос, это все абсолютно открыто и чисто. Так что Анжелика 342, я по нему буду называть, калі што, звяртайцеся да Максима. Вось пытанне ад Алесі прачытаю, ці не хочется часам усё кинуть? Бывает, но все-таки ты понимаешь, что ты сядешь, подумаешь, вот, взвесишь все за и против и работаешь дальше.
Дякую. Було яшчэ пытанне, в принципе, прыкладна ты часткова казаў, но можа яшчэ нейкія прыклады приведешь. Помогают ли вам те, кому вы помогали до этого? Да, помогают. Помогают сейчас. Это Костя и Вова, они тоже из, так скажем, людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Вот, они помогают у нас внутри организации. Вот, они также считаются у нас волонтерами. Поэтому, да, они помогают. Это не единичные случаи, есть другие случаи. Поэтому, да, есть такое, что люди помогают нам. Ну, тут ось написали, это должно быть в открытом доступе, как, например, добродетель. Я так разумею, это про финансовые. Мне складана тут нешта сказать. Я думаю, что это лепш особливо. Да, я понимаю, в чем суть человека, который хочет сказать. Значит, смотрите, у нас все, что у нас поступает на счет, оно автоматом практически сразу же списывается за аренду. Вот. Значит, продукты нам люди привозят напрямую в организацию, с которых мы кормим. Поэтому каждый раз выставлять, допустим, нам поступило 2 рубля на счет, и мы их отправили на аренду, ну, извините меня, это полный бред, и заниматься этим, допустим. Если вы хотите этим заниматься, то есть приезжайте, смотрите. То есть я всегда говорю, люди, которые хотят узнать, куда пошли их 5 рублей, которые они дали, пожалуйста, позвоните мне, скажите, я вам предоставлю эти все документы. Потому что хватает информации, которую выставлять помимо финансовых отчетов. Да, мы обсуждали этот вопрос. Он стоит. Знову у нас тут немножко невеличкі сябри. О, все, знову. Ну, я зрозуміла, да. Я думаю, что тут такий момент особистий, плюс у вас, я так, може, з усього, що я зрозуміла, з тобою розмовляли, ви тратите час на трошки інший, і, можливо, коли б у нас був чоловік, який б кожен раз скидував ось ці всі платежі, да, у якого був би час гэтым займацца, то вы и не супраць, каб гэта было в таким доступе. Это само собой, но я же говорю, то, что, допустим, есть куда более, допустим, важные вещи, которые стоит сделать сегодня, нежели сидеть, вот, допустим, сидеть и выставлять о том, что сегодня счет пустой или какой-то еще. То есть люди, которые перевели 5 рублей, там, рубль-два, они всегда могут позвонить. То есть вообще любой человек, который перевел сумму денег и хочет, допустим, узнать, куда его средства пошли, вот, пожалуйста, то есть мой номер телефона в открытом доступе во всех справочниках города есть, наверное, уже, потому что, ну, звонят абсолютно разные люди. Позвоните, поговорите, и все, что вам необходимо, предоставлю. Зрозумела. Ось тут поступило питання від Наталі Холландської нашої. Ну, про трудності під час пандемії, і ось вона запитує, які трудності у ваших подопечных в этот час. Вот. Саша, с днем рождения, это в первую очередь, потому что сегодня это день рождения. Вот. Счастье и самое главное здоровье, потому что без здоровья никуда не денешься. Вот, значит, ну, как-то переживаем эту пандемию, вот, так, переживаем. У нас под конец, починая, ну, все, вернулись. Вот, переживаем, то есть абсолютно как-то спокойно, без паники, вот, без каких-то таких боевых потерь, скажем так. То есть боевых потерь у нас нету, все стоит четко, ровно. Вот, да, повлияло чуть на работу организации, пришлось закрыть временно социальную столовую, сделать выдачу обедов с собой. Вот, ну а так, в принципе, то есть как таких-то глобальных вот проблем, с которыми мы коснулись, нету. Потому что благодаря, то есть вот и Тайм-клубу, и благодаря вашим подписчикам, вашим друзьям, как бы мы получали, то есть средства индивидуальной защиты, вот, поэтому как бы благодаря этому мы еще держимся сейчас на плаву. Я думаю, что все-таки мы этот пик переживем, пойдет все на спад и будет все хорошо. А у подопечных нормально? У подопечных, если брать, у них всегда трудности одни. Им нечего одеть, и у кого-то нету паспорта. Вот, потому что кто-то, допустим, и хотел бы устроиться на работу, но нету паспорта. Вот, нету там еще чего-то. То есть, как бы, ну, у них постоянно, то есть, трудности у них возникают в основном вот с документами, с одеждой, с лекарствами, с какими-то. Ну и самая большая, наверное, для города вообще проблема
И самое главное для них трудность – это то, что они не могут нормально нигде помыться. То есть нет специальной какой-то бани, моечной, прачечной, чего-то еще. Вот. Это вот самая такая вот, которая сказать, острая проблема, потому что все-таки в планах это есть, когда-то сделать. Ну, я думаю, что справимся, как-то справимся. Дякую. Ну, ось яшчэ одно пытанне. Я думаю, мы будем завершать потрошку, калі яшчэ нешта не к нам не поступить. Как вы решаете проблемы с проблемными людьми? Вот, например, пьяные пришли или некая неадекватная, неадекватные поводины? Так, если, допустим, человек приходит первый раз, вот, он ответ в любом случае получит, потому что он обратился, но с ним проводится беседа. То есть он должен понимать, что сейчас он пришел первый раз, и ему помогут. Но если это будет продолжаться неоднократно, то мы будем вынуждены ну, просто-напросто отказать. Потому что ты нашел там рубль-два где-то выпить, ты найдешь себе поесть. То есть это такая прямая, категоричная, но все-таки я считаю, это правильная линия, по которой мы должны идти. Ну, не буянили у вас ніколи не было такого? Ну, было несколько раз, и банки летали в стены, как бы там, и драки были, но все это дело утихомиривалось, велись беседы, эти люди больше не приходят, они сами поняли то, что они были неправы в этой ситуации, поэтому они просто-напросто больше не приходят к нам. Зразумела, дякую вялікі. Наташа там яшчэ табе написала спасибо за твои віншаванні. Дякую вялікі, Максим, что ты сёння ўвечары быў з намі. Дякую за такую вельмі цікавую беседу. Сябры, калі вы захочаце дапамагчы арганізацыі Максима, то можно найти суполку ВКонтакте «Справедливая помощь», можно самому Максиму написать. Сачыце за соцсетками. Я думаю, что в дапамогу прымуць любую, да, звяртайцеся, пішыце, дапамога заўжды патрэбная. Вось Олеся пишет, дякуй. Надя написала вещи, где принимаете. Все там же, по Карла Липкнехта 77. Я скажу такое, смотрите, напишите просто в интернете «Справедливая помощь Бобруйск». Вам сразу выдаст все: Инстаграм, Контакт, Одноклассники, номера телефонов, адреса, режимы работы. То есть все, что касается деятельности, все интервью, все статьи, просто «Справедливая помощь Бобруйск», и все, что вам необходимо будет у вас перед вами. Дякую, Максим. Вось, я думаю, что наши глядачи запомнили. Наташа пишет: Даша, спасибо тебе и проекту «Регион». Я нагадаю, что с вами была я, Даша. Мы проводим штовечар на гэтым тыдні шчырыя размовы з рознымі актывістамі. Першы з намі паразмаўляў Максим Черняк з арганізацыі «Справедливая дапамога». Долучайтеся до наших эфиров. Дякую, Максим. Дякую всем, кто нас глядел. До сустрэчы ў наступных эфирах. Завтра у нас будет Надея з организации дапамоги жывёлам «Добродетель». Вось. И наступные гости наши, яны ёсць у нас у афише у Инстаграме, іншых соцсетках. Яшчэ раз дякую, Максим. Это было вельмі кранальна и цікава. В таком новом для меня формате, который как бы это было впервые. Вот, и мы с Дашей сегодня там что-то вот пытались там настроиться, сделать, потому что, как бы, я говорю, мне хоть и 27, говорю, но я вот в телефоне могу зайти почитать новости, что-то там полистать, сыграть пару игрушек, там шарики какие-нибудь покатать, и все. То есть я больше ничего не понимаю и не знаю. Вот, как там эти видео куда-то загружают, говорю, я наш президент, сижу и не понимаю, что тут делать и как тут делать. Поэтому для меня это новое открытие. Да, здорово, здорово. Яшчэ раз дякую. Я буду уже завершать эфир. Сачите за «Справедливой помощью» в разных соцсетках и за тайм-клубом 1387 и нашими проектами, які у нас проходят. Вас чакае шмат цікавага и рознага, самага рознага. Все, усім да побачення.